Добрый день, дорогие туркменистанцы. Уважаемые туркменистанцы, я специально взял тайм-аут, потому что хотел посмотреть, как будут развиваться события. А теперь вернемся к нашим, так сказать, событиям, то, что происходили, то, что не происходили, а должны были произойти по наивности, так сказать, наших туркмен, которые находятся за рубежом, которые ожидали, что произойдут, но события никаких не произошли. Люди не только не взяли на себя ответственность за правду, но и начали безбожно врать. Безбожно врать в том, что сказали, что 400 людей, там 400, 200 там вышли. Спасибо от народу Туркменистана за смелость определенного региона, того или иного. От другого региона нету каких-то вестей. Там столько, там человек 15 в другом западном регионе вышли. Там в центре столько-то. Абсолютный был пшик. Все свалил на других. Потом культурно там госпожа одна, наша землячка американского, так сказать, гражданка Америки, она вышла, из Джуму Сапарова начал заступаться, махом подхватил эту тему. Ну а вы куда-то лезете? Кто такой Джума Сапар? Вы прекрасно знаете. Недоучка. Аферист, мало того, сепаратист. Нравится вам, не нравится. Вы должны это знать. И второе. Про второго, они же даже между собой уже у них, понимаете, пошло такое как бы соревнование. Между собой было соревнование. Там, говорит, ну этот Говшутхан, который говорит, Говшутхан, вот себя именует. Он говорит, где вы, ДВТшники? В аэропорту Стамбула нету вас. А сам-то где находится? В Швеции. Говшутхан, откуда он появился? Ни с того ни с сего, с Дубая. Прилепился к девушке Тагановой. Возле ее начал поддерживать, и такое делать, и выступать потихонечку, приобрел славу. Ну, как, определенную, так сказать, славу. Для подкрепления этого славы еще сказал, а когда шла полиция у меня дома, они обвинили его в этих весах, что у него находятся на балконе весы. Маленькие, продажи наркотиков. Насчет народ разозлился, и у него начал спрашивать, а он так отбрехался и так и похоронил эту тему. Людей подбивал на события в Стамбуле. Сам был 1 августа в событиях. Для чего? Я думал, действительно, парень хочет что-то изменить там. Оказывается, просто элементарно он сделал себе кейс. Кейс и убежал в Швецию. Я считаю, что такие люди вообще не должны появляться. И никто не должен ручкаться с ними. Теперь призвали в аэропорт. Пошли, постояли, ушли. Если там одного дядьку использовать, там 60-летнего или какого-то, не помню. Мне вообще не интересно. Спросите, у меня есть сочувствие к нему? Абсолютно нет сочувствия. Мне не жалко его. Нахрена ты сейчас под старую сраку даешь себя использовать? Почему нас должны использовать всякие, понимаете, говоруны, которые допустились до микрофона и должны использовать? Вас же используют, ребята.